Дорогие друзья, ну что, снова мы одновременно в телевизоре и на радиоволне FM 107.1, радио Саха. У нас сегодня рубрика «Открытый микрофон», и сегодня к нам пришел Петр Николаевич Шишигин, японист известный, и он представляет у нас агентство инвестиционного развития республики. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Петр Николаевич, давайте начнем так. Япония – это очень такая загадочная страна, которая находится вроде бы как рядом недалеко, но многие, наверное, якутяне побывали там, а многие, может быть, собираются. Но для большинства все-таки якутян это такой регион еще, как бы сказать, ну, такой загадочный. Давайте начнем с экскурса. Почему такая вот, как-то я наблюдала такую картину, когда летела из Москвы в Петербург, в самолете были две делегации. Я оказалась между двумя, как говорится, азиатами. Мы были все азиаты, но все разные. Была японская делегация и китайская делегация. Они очень сильно отличались друг от друга. Японцы, они такие очень сдержанные, очень такие неэмоциональные. А вот китайцы, это были такие люди, которые, в общем, очень громко разговаривали, громко жевали, чихали, пили. Ну, все это было очень так вот шумно, так вот, знаете. И я удивилась, думаю, ну надо же, вроде бы две соседние страны, как бы, конечно, это не, естественно, это разные народы, да, но вот, оказывается, менталитет очень сильно отличается. А они отличаются как-то от нас. Вот мы же тоже как бы слегка примороженные, как бы, да, якутяне. Ну, в целом, если говорить о культурных различиях, да, между Китаем и Японией, ну, во-первых, всем известно то, что на картину мира, да, на мировоззрение того или иного этноса играет роль географическое положение. Можно сказать то, что японцы сдержаны в меру своих особенностей географических. Это островная страна, во-первых. Вот. Во-вторых, она густонаселенная. Таким образом, получается, почему Китай, почему Япония, да, отличаются? Да, разумеется, Китай в численности жителей, да, преобладает в Японии в десятки раз. Но по территориям в целом он больше, чем Япония. Япония маленькое островное государство. Представьте, в России население и в Японии население абсолютно одинаковое. Да? Но сравните теперь территорию России и территорию Японии. Вот. Как это откладывает отпечаток? Да? Почему они такие сдержанные и всегда себя контролируют? Да? Потому что, можно так сказать, взаимодействие с людьми, которые находятся рядом, требует определенного контроля над тем, что ты говоришь, над тем, как ты себя ведешь, потому что ненароком, не дай бог, ты кого-то обидишь, а он живет на расстоянии протянутой руки. И вот есть забавная история такая, да, в Токио, где я жил, был дом, дома у них стоят очень близко, в отличие от нас. Вот, и там можно было открыть окно, пожать руку соседу, соседнее окно. То есть такое вот скученное, можно сказать, проживание. Оно и породило, да, сдержанность, умение читать между строк, или, как говорят японцы, умение читать воздух. Вот как. Скажите, а там такое понятие есть, вот как, допустим, как у нас, вот когда после 12 приглашаем иной раз полицию домой, ну, если праздник там какой-то бурный там идет и прочее, вот раз у них такая скученность там. Япония вообще в мире одна из самых по криминальным как бы событиям низкая страна в мире с низким уровнем криминала. Вот. И получается, точно так же они всегда думают о соседях, которые находятся рядом. Они не шумят даже днем. Они не шумят ночью, потому что стенки, так как там самая низкая температура в Токио, например, да, это 0, -1, у них стенки очень тонкие. И у них нет необходимости там, в дополнительной теплоизоляции, толстых стенках и так далее. Да? Поэтому все, что говорят... Звукоизоляции, да. Поэтому все, что говорят соседи, слышно. Ну, то есть они там пантомимой, что ли, общаются? Можно и так сказать. Но они общаются в полголоса. Полголоса. Я вот думаю, мои соседи куда подевались? У нас тоже тонкие довольно стены. Они, видимо, тоже какие-то японские такой характер у них, у моих соседей. Они очень такие. Я, по-моему, самая шумная там на лестничной клетке. Скажите, а вот как они сейчас, ну, допустим, вот когда русские работают в японской фирме, им достаточно тяжело в плане того, что привыкнуть. Мы же все-таки, у нас эмоциональный план совсем другой, да? Эмоции у нас там
иной раз хочется просто, вот душа поет, ну, что говорится, да. Или наоборот, если там тебя душат какие-то отрицательные эмоции, тоже хочется их выплеснуть, да, иной раз. А вот в таких маленьких компаниях это как-то не принято, и потом вот одежда, там, взаимоотношения, тоже они как бы такие. Почему я говорю об этом? Потому что вполне возможно, что скоро, вы же работаете в агентстве, да, инвестиционного развития, и вполне возможно, что через буквально десяток лет у нас совершенно станет, ну, обычным делом, что, допустим, где ты работаешь? Да, вот тут вот... в японской там совместной фирме какой-то, да, то есть это будет, наверное, в порядке вещей. То есть нам надо как-то готовиться к этому, видимо, да, не... Конечно, говорят же, что в чужой монастырь, как говорится, надо со своим уставом, как говорится, не ходят, да, но в то же время же надо тоже уважать какую-то культуру, да, я понимаю, что мы, например, в деревне ведем себя совершенно по-другому, да, вот, приезжаем в город, немножко по-другому ведем себя, ну, или стараемся, или должны как-то вести по-другому. А вот как с другим народом, как, допустим, вот совместная компания, как нам, вот якутянам, вести себя? К чему быть готовым? Да, конечно, касательно делового этикета в японских компаниях, да. Ну, вы совершенно верно сказали, в Японии также существует принцип, поговорка, да, по-японски звучит она как «гуни иреба, гуни стагай». Это означает, находясь в империи Го, веди себя, как ведут себя жители империи Го. В свое время Япония, когда она имела дипломатические, ну и сейчас она имеет, конечно, а я имею в виду, когда зарождались дипломатические отношения между Японией и Китаем, существовала династия Го. И вот получается, когда ты едешь в династию Го, веди себя как в династии Го. То есть в чужой монастырь со своим уставом не приходят, как говорится. Точно так же в японской компании, я имел честь работать, да, в японской компании, даже не в одной, там все расписано. Есть определенное руководство, целое руководство, огромный такой талмуд, где прописано все, начиная от внешнего вида. Вот такие вот особенности, да, есть. Например, замужняя женщина, ей рекомендуется не носить кольца, например, обручальное кольцо, да, на работу. Почему? Потому что это может задеть чувства незамужних коллег. Также должен быть, ну, как и у нас здесь, да, вообще в деловом мире принято, это неброский макияж, допустим, да, у женщин. Волосы не должны быть распущенными, обязательно должны быть в хвостик или в какую-то прическу уложены. Говоря о мужчинах, это строгий деловой костюм, обязательно. Вот. У них сложилась даже некая каста, скажем так, да, это сарариман называется, это люди, работники офиса. Вот. К ним я бы хотел чуть позже вернуться, да, потому что это довольно интересная тема. Вот. И говоря об особенностях работы, можно сказать то, что японскую систему деловую отличает то, что у них распространен пожизненный найм. То есть японцы, они действительно крайне дорожат своими ресурсами трудовыми. Да? Почему? Потому что, во-первых, это на человека затраты определенные уходят, как финансовые, так и временные, чтобы обучить его, чтобы научить чему-то. И поэтому они держатся очень за людей своих. Проходят тренинги, да, они вместе выезжают куда-то. Ну, то есть запись в трудовой, как бы по-нашему, да. одна. Одна на всю жизнь, можно так сказать. А у нас бывают километровые записи. Вот, и поэтому... Получается, в коллективе, да, вот, который, когда новичок приходит, ему необходимо обязательно влиться и смотреть, потому что в зависимости от той работы, где ты находишься, а в свое время, как бы я в 2 компаниях работал, да, отличается то, как взаимодействуют люди друг с другом. Но всех их связывает одно. Это умение читать воздух, всегда помнить о том, что если ты не выполнишь свою работу в срок, следующий отдел не сможет ее продолжить или начать. Следовательно, необходимо помнить о том, что ты доставляешь им неудобства. И в-третьих, разумеется, это строгая субординация. Чем мне вот, я могу сравнить, да, опыт в России, опыт в Японии, чем мне нравится российский опыт в том, что здесь довольно демократично можно обсудить некоторые вопросы с начальниками отделов, да, даже с руководством напрямую, какие-то вопросы и так далее. В Японии это непозволительно. В Японии обязательно все должно идти через, допустим, с твоего старшего наставника, наставник передает дальше начальнику отдела, начальник отдела, и то не во всех случаях передает следующему вышестоящему руководству. Ну, а как же тогда вот японское чудо, если вот такая бюрократия прям, ну, как вот меня озарила, например, я не должна бежать к начальству, а должна сказать там вот, ну, шеф-редактору, например. Да. Это единый организм. Кокутай называется по-японски. Это страна и тело. Получается, нация
страна становится единым целым, единым организмом, единым механизмом, доводится все до, можно сказать, роботизирования. Все работают во имя одной идеи. Вот почему экономическое чудо случилось, ну, есть несколько факторов, но один из них это то, что в свое время японский император объявил: давайте, ребята, да, скажем так, нация, объединимся, приложим все усилия для того, чтобы встать из разрухи, чтобы встать с колен. Они же были, это очень, потерять лицо для японца, это самое страшное. А получается, проигрыш в войне – это потеря лица целой нации. Вот, поэтому для того, чтобы их подстегивал внутренний, скажем так, внутренняя нужда в компенсации, да, в некой компенсации такой, моральном удовлетворении. Если не так, то вот так вот мы, да, обыграем. И сейчас это, конечно, такая просто супер-супер держава и в техническом плане, наверное. Ну, здесь есть и оборотная сторона. В плане того, что японцы сейчас стали настолько роботизированы, то, что, я не скажу, конечно, за конкретных людей, но в целом, да, нация, им очень сложно выходить за рамки. Например, был такой случай, да, у нас до сих пор наследие, скажем так, предков, да, если вы запачкались краской, берете сливочное масло, протерли, и с рук все ушло. Да? Японцы, в свою очередь, я не знаю, может, они не знали никогда это, но был такой случай, как хозяин дома, где я жил, да, он занимался краской, ну, красил забор, затем у него руки были все в краске, и он заходит ко мне и спрашивает: у тебя нет растворителя? Я говорю: нет растворителя, нет, как бы. Он говорит: блин, ни у кого из соседей нет растворителя. Может быть, есть какой-то способ? Я говорю: возьмите масло. Он говорит: зачем масло? Я говорю: ну, возьмте масло. Он взял масло, начал вытирать, и краска начала, да, и был потрясен. Вот настолько у них все прописано. Для краски растворитель, для, допустим, жарки определенное масло. Для того, чтобы куда-то пойти, необходимо что-то сделать. Для того, чтобы собрать диван, нужно обязательно, допустим, соединить левую сначала сторону, потом правую. Но никак не в обратном порядке. И это отражается также и на принятии решений в плане того, что, допустим, говоря о каких-то проектах, которые реализуют японцы, да, им необходимо сначала собрать всю информацию, составить определенный ход действий, алгоритм. Да, алгоритм действий своеобразный. На это уходит очень много времени. Вот, да. я о чем. Можно сказать, что японцы долго запрягают, но если они запрягли, то они не отступятся, потому что это уже потеря лица. Ну, хорошо. Но вот скажите, а у нас в республике вообще они присутствуют вот только-только начинают как бы осваивать свою, как бы, ну, тут вот японцы, например, приезжали же к нам недавно, и они хотят гидропонику, да, организовать. Но, дорогие друзья, вот сейчас мы буквально уйдем на несколько секунд. Вы, пожалуйста, никуда не теряйтесь. Реклама на нашем радио, ну и в телевидении. Когда к тебе приходит вдохновение, влечет оно внезапное знакомство, затем любовь сменяет время, и праздники окутывают нас. Культурный центр «Зодиак» принимает заявки на проведение вашей романтичной свадьбы, торжественного юбилейного вечера. Спешите провести свое событие на высоком уровне. Мы работаем для вас. Бұлатын уюнская атынан Саха театра анда дютағы театр күнін белетен, кулун тутар сүрбәхетте күнігер Андрей Борисов тұрурутугар тәпсілібет үті ат спектакль гаңырыр. Спектакль кеге 5 частан сағаланыр. 25 марта. Концертный зал «Сергеляхские огни». Открытие фестиваля «Звезда Востока». Большой танцевальный концерт «Его Величество танец». Почетный гость Лилия Гимадинова. Город Самара. Билеты в Центральном и у общественных распространителей. Он кемей. А это мужской разговор.
И снова встречает весну. Новая коллекция кожаных курток уже ждет вас. Спешите. Скидка на кожу 50% плюс подарок. И снова. Улун тутар сүрбе үз сүрбе төт күннәрегәр. Жукускай коракка мәңә хаңалас улуһун күннәре. Улун тутар сүрбе үз күннәгәр. Сергәлә оттыра культура кинегәр. Сайда үйне топса тур мен дойдум чемайкы акция концерты. Улун тутар сүрбе төт күннәгәр. Өксөкүлә голыксаятнан нороттар догордууларын жетегәр. Көлөнәне ситимнир нороту түмәр эстафетага әгәрдә юбилейдә алтонус культура онна спорт эстафетатын кыйлактарын гала концерты. Ну что, дорогие друзья, продолжается наш эфир. И сегодня у нас в гостях Петр Николаевич Шишигин. Это агентство инвестиционного развития Республики Саха-Якутия, представитель агентства, менеджер. И мы хотим поговорить про гидропонику. Японцы недавно приезжали с проектом, гидропоники. Почему гидропоника именно? Позвольте начать вообще, с чего начался данный проект. Да? Агентство инвестиционного развития Республики Саха-Якутия совместно с правительством Республики Саха-Якутия и при поддержке губернаторства Хоккайдо, это северный остров в Японии, в городе Саппоро в мае прошлого года проходила презентация инвестиционного потенциала. Там были представлены проекты в разных сферах, да, в том числе и агропромышленный комплекс. Ну и тогда состоялась встреча Алмаз-Энергиенбанка с банком Хоккайдо. И завязался такой разговор о том, что существует проект о строительстве тепличного комплекса. Вот. Инициатором данного проекта выступил Алмаз-Энергиенбанк. Мы, получается, агентство инвестиционного развития разработало данный проект, и в ходе комплексной работы, которая была проведена, были налажены определенные контакты, да, и сейчас вот японцы, которые недавно приезжали, да, это Hokkaido Corporation, они будут реализовывать проект по строительству круглогодичного тепличного комплекса в городе Якутске. Вот. С якутской стороны инициатором выступает, получается, Алмаз-Энергиенбанк и окружная администрация города Якутска. Вот. Почему гидропоника? Потому что это передовая технология по выращиванию круглогодичных тепличных комплексах. Да? Насколько известно, я думаю, вы знаете то, что там не используется земля, используется питательный раствор. Это увеличивает, во-первых, урожайность, а во-вторых, получается, можно сделать ряд превентивных мер по предупреждению заболеваний растений. Ну, хорошо, это очень интересная вещь, но интересно, вот именно с тепличного комплекса мы начали. А это, по сути, первый проект, который японцы реализуют у нас на территории нашей республики. Нет, это не первый проект. Первым проектом можно считать Саха Даймонд. Да, вот тот японский дом также. Но это, можно сказать, в сфере алмазогранильного производства. Ну вот, по сути, два направления, они только, взялись, но, видимо, еще они хотят вот по энергетике, да. Еще в нефтегазовой сфере. Что они там предполагают или что предлагают? Получается, можно сказать то, что в целом вот со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона повысился интерес, да, в результате планомерной работы, которая проводится не только над республикой, но и вообще в целом на уровне федеральном, да, Российской Федерации. Тот же Восточный экономический форум, да, после него поднялся резко интерес к Республике Саха-Якутия, Дальнему Востоку и в частности к Республике Саха-Якутия. Вот вы правильно заметили, проект, да, совместный по внедрению газотурбинных установок на территории республики, да, это Kawasaki Heavy Industries. Та самая компания Kawasaki, которая производит мотоциклы. Да? Вот. Они также производят и газотурбинные установки. Вот, а в нефтегазовой отрасли, да, газотурбины, а возобновляемая энергетика? В возобновляемой энергетике тоже у нас проводится работа, да, правительством Республики Саха-Якутия по внедрению ветряных установок, а также солнечных панелей. То есть, сейчас мы знаем, что у нас вот китайские панели присутствуют, и мы знаем, что они продаются даже у нас. Вот. А японские, они будут, наверное, чем-то отличаться как-то в цене, может быть, или как? Пока что говорить о стоимости, да, рано. Однако говорить о, допустим, качестве исполнения тоже можно сказать то, что в Японии, разумеется, это передовые технологии. Вот. Как в возобновляемой энергетике, так и в том же агропромышленном комплексе, да. Получается, разумеется, вот проекты, которые реализуются совместно с японской стороной, они отличаются высокой технологичностью.
Мгм. Ну вот наряду с китайскими компаниями, которые вот сейчас предлагают, целых 3 компании, которые предлагают вот разработку проекта мостового Да. перехода, да, через реку Лена, а японцы как бы зашли с другой стороны, как бы, Да. да, с севера. Это возобновляемая же энергетика в основном на севере, да, Да. там, где ветра и так далее. А у них насколько, вот вы жили в Японии, они пользуются вот этими вот делами, установками, там, ветроустановками и так далее. И насколько это экономично на самом деле? Да, в действительности есть такой пример, да. Моя подруга японка недавно построила дом, и у них получается абсолютно автономно солнечными панелями, которые расположены на крыше, вырабатывается электричество. Мгм. Мало того, что они вырабатывают электричество для своего дома, они его продают 2 соседним домам. Ого. Вот это да. То есть они как бы вложились, и теперь Да. они как бы зарабатывают, да? И, ну и насколько это прибыльно, видимо, да, или как? Ну, честно говоря, она сказала то, что это небольшая совсем сумма, но тоже дополнительный доход в семейный бюджет. Все-таки, да? Мгм. Ничего себе. Вот представляете, да, вот даже вот до такой степени. Скажите, пожалуйста, а вот еще такой момент. Средняя вот статистическая семья японская, да, вот вы молодой человек, наверняка у вас там друзей очень много, да, среди Да. молодежи. Вот у них что превалирует? Вот у нас, например, мне так кажется, сейчас современный якутянин – это вполне амбициозные люди, да, молодые, которые как бы стараются зарабатывать, обязательно автомобиль, обязательно квартира, которая куплена в ипотеку, вполне возможно. А вот у японцев какие приоритеты, какие ценности стоят у молодых ребят? Да, ну, у современного японца, можно так сказать, да, примерно моего возраста, стоят приоритеты отличные, скажем так, от нас. Для них самое главное в начале – это обучение. Они учатся, получают степени, затем устраиваются на работу в компанию и работают там вплоть до лет 40-38, и только тогда выходят замуж или женятся. Да, совершенно 40, верно. я подумала на пенсию. Нет. Понимаете, у нас как бы 43. есть Думаю, такой неужели стереотип, да. такие молодые пенсионеры? Они только семью Да. заводят. Вот это У да. нас есть такой стереотип, то, что необходимо где-то там лет 20-25, да, уже жениться, там должна быть Ну да. жена, ребенок, да, постараться вот это все сделать. А у японцев нет. У них все очень сложно, скажем так, да, в этом плане. Поэтому у них сейчас большая такая экономическая нагрузка в плане того, что старое население становится все больше, Мгм. а молодого Пожилых, населения, молодых да, нет, их и мало. детей нет. Да, стандартная пирамида должна выглядеть общество вот в таком виде, да, когда молодые помогают старикам. Ну да. У них же она вниз головой сейчас. Вот это да. Ну и, собственно говоря, как и у нас, наверное. В общем-то, да, и в Европе тоже. Да. То есть это вот бич такой вот Да. у всех Старение населения. стран, на у Земле. многих. Ну и получается так, что ребятишек они стараются завести одного, да, а то и вовсе не заводить. вовсе, да. Иногда Ага. некоторые не заводят, иногда А по каким экономическим. причинам они к детям почему так относятся? Не любят детей или что это такое? Или как? Нет, детей они очень любят. Детей очень любят, но это экономически сложно. Вырастить детей. Сейчас жизнь в больших городах, да, в Токио, например, там очень дорогая. Поэтому для того, чтобы ребенка, во-первых, воспитать, накормить, в школу оплатить, у них государственные школы есть, но их очень мало. Частные школы дорогие, хорошее образование тоже дорогое. Вот, поэтому сейчас, конечно, правительством Японии очень много делается для того, чтобы различные субсидии, поддержку, да, оказать, поощрение, например, за второго Многодетным ребенка. семьям. Да. А есть у них многодетные семьи вообще? Многодетные семьи раньше были. Точно так же, вот можно сказать то, что Саха и японцы, они очень сильно похожи в плане того, что у них раньше очень много детей было. Но если у нас эта традиция еще более-менее сохранилась, когда у нас в целом средняя семья считается 3 человека, да, то в Японии... Ну, 3 ребенка, да, 3 имеется в виду? ребенка, да. А в Японии раньше было тоже довольно-таки много детей, да, в среднем где-то 3 ребенка в семье, то сейчас это все сводится к одному. То есть это очень дорого. Да. А насколько они, как бы сказать, охотно остаются в селе? Вообще сельское хозяйство у них есть? Сельское хозяйство, как в да. нашем понимании. Да, развито, конечно. В сельской местности, ну, разумеется, как и везде, это по всему миру так, из сельской местности все пытаются стекаться все равно, конечно, в большие В центры. города, да? Почему так? Ну, разумеется, это больше
возможностей, да. Большой город, большие возможности, скажем так. Многие сейчас Даже столкнулись у с них, проблемой. да? Да, многие столкнулись с Насколько? проблемой такой, то, что в некоторых деревнях остались только старики, и они нанимают, допустим, в северных, да, районах, где большие снеговые осадки, нанимают людей для того, чтобы сбросить снег с крыши, потому что их дети не приезжают. Ой, как печально. Мгм. Ну, дай бог, чтобы у нас такого, Дай бог. чтобы мы до такого не дожили, да? Да, ну надо же. И несмотря на то, что... Ну, а все-таки сельским хозяйством выгодно заниматься или нет? Сельское хозяйство, да, разумеется, это, ну, все мы знаем то, что сельское хозяйство, по сути, является дотационным, потому что оно всегда должно поддерживаться государством. Вот. Ну, это довольно рискованные проекты, конечно, но однозначно можно сказать, что проекты, которые реализуются сейчас в сфере агропромышленного комплекса в Якутии, они эффективны и обязательно принесут высокие результаты. Нет, ну это у нас Да. это самое. Конечно, мы не сомневаемся. Иначе зачем, как говорится, жить, да? Да. А в Японии это у них как сельское хозяйство заниматься-то Да, выгодно? выгодно. И тем не Большое менее, количество все субсидий. равно молодежь сбегает в города. Все равно сбегает. Ой, боже мой. Ну вот, дорогие друзья, еще у нас в Якутске очень многие учат японский язык. Да. Где они могут себя применить? Вот, например, поступили в институт ИСФИР, учат на первом курсе, там 4 года, плюс 2 года, видимо, магистратура. Ну вот, через 6 лет, где они могут себя применить? Да, разумеется, молодые специалисты могут обратиться во все учреждения, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, скажем так, да. Во-первых, это они могут обратиться в агентство инвестиционного развития, направить свое резюме. Да, мы всегда ищем. А прямо с первого курса они могут это сделать? С первого курса они могут пройти практику, допустим, у нас, да, и попасть в наш кадровый резерв, если они покажут себя хорошо. Да. То есть они могут стажироваться где-то в Японии, да, ну посмотреть хотя бы, В как Японии что там. стажироваться. Есть у нас в самом университете договоренности с 4, если не ошибаюсь, университетами Японии на Хоккайдо, в Ниигата, ну и в других университетах. Ну что, дорогие друзья, сегодня мы говорили очень кратко, сделали такой обзор по нашему великому соседу, по Японии, который, в принципе, уже как бы вполне по-соседски наведывается к нам, и, может быть, у нас будут множество компаний каких-то, да, совместных будут открываться через какое-то время. И Петр Николаевич Шишигин был у нас в гостях. Это агентство инвестиционного развития республики. Большое спасибо. Приходите к нам еще. Спасибо. Спасибо. Радио Саха. Первое радио Якутии.